Добрый день, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в выпуске. Полное эксклюзивное интервью лидера партии Исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири. В Белоруссии по запросу Таджикистана арестована оппозиционная активистка, обвиненная в излишнем выражении собственного мнения в интернете. В Кыргызстане судья Конституционного суда, посмевшая открыто выразить несогласие с политикой властей, лишилась своего поста. В Узбекистане запретили проводить в дни Рамадана коллективные ифтары, а в центре Москвы в это время раскинулся международный шатер Рамадана. Из Беларуси пришли известия об аресте очередного члена оппозиционной к властям Таджикистана группы 24. Объявленную по линии Интерпола активистку Шабнам Худайдодову задержали при пересечении российско-белорусской границы, когда она пыталась выехать в Минский офис представительства Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, чтобы получить статус беженца. По словам правозащитников, находящаяся сейчас в СИЗО города Бреста, Худайдодова активно поддерживала оппозицию Таджикистана в социальных сетях и проводила гуманитарные акции среди таджикских мигрантов в России. При этом она не скрывала, что симпатизирует группе 24, за что и была в итоге объявлена в розыск. Власть обвиняет ее в соучастии в преступлениях группы 24, которая в самом Таджикистане признана экстремистской, а лидер которой Умар Аликуватов был недавно убит в Стамбуле. Худайдодова перебралась в Россию, однако до нее дошли слухи, что таджикскими спецслужбами готовится ее похищение, как было в случае с другим оппозиционным деятелем, лидером движения «Молодежь Таджикистана за возрождение Таджикистана» Максудом Ибрагимовым. Его тайно выкрали из России, перевезли через границу, и сейчас он находится в таджикской тюрьме. По свидетельствам правозащитников, женщине за открытое выражение мнения в социальных сетях в Таджикистане грозят пытки и лишение свободы на срок до 20 лет. Шабнам Худойдова была активисткой движения «Молодежь за возрождение Таджикистана» и активно критиковала властей в социальных сетях. Именно это послужило поводом для объявления ее в розыск через Интерпол. Мы собрали нужные документы и информацию по делу Худойдовой и в ближайшее время постараемся их опубликовать. Также мы обратились в представительство ООН в Белоруссии и в другие организации с тем, чтобы они предотвратили экстрадицию Худойдовой в Таджикистан, так как ее жизни грозит опасность. Надеемся, что власти Белоруссии будут следовать тем обязательствам, которые они имеют перед международным сообществом, услышат наш голос, и Шабнам будет выпущена на свободу. Судья Конституционного суда Кыргызстана Клара Саранкулова отстранена от должности. Одни назвали это беспрецедентным давлением на судебную власть, другие – нарушением судейской этики. Однако началось все с того, что Саранкулова позволила себе открыто не согласиться с позицией властей Кыргызстана. В мае в Конституционном суде республики начались разбирательства по признанию закона об обязательной сдаче биометрических данных, не соответствующим Конституции. Власти Кыргызстана несколько месяцев проводят поголовный сбор отпечатков пальцев и других сведений о гражданах, собирая биометрическую базу данных на каждого. Далеко не все население приняло данный процесс единодушно. Тогда было объявлено, что сдача биометрии обязательна для всех, а кто ее не пройдет, не сможет голосовать на выборах. Докладчиком со стороны заявителей назначили Клару Саранкулову, которая в течение 5 месяцев, рассмотрев все доводы «за» и «против», согласилась, что закон антиконституционен. Однако выразила это свое мнение она не на заседании суда, а в СМИ, когда спросили ее мнение. Буквально сразу же депутаты парламента и правительства возмутились тем, что судья пошла против государственной системы. Представитель парламента подала ходатайство об ее отстранении, только лишь на основании того, что Саранкулова родом из того же села, что и правозащитница, отстаивающая неконституционность закона Токтаим Умиталиева. В итоге непослушной судье инкриминировали нарушение закона о статусе судей, разглашение тайны совещательной комнаты и то, что она связана с одним из заявителей узами рождения в одном селе. Решение об отстранении Клары Саранкуловой теперь должен подтвердить парламент республики, и почти нет сомнений в исходе дела. Так что же это за случай? Этическая оплошность судьи или все-таки сильнейшее давление на судебную систему со стороны власти? Можно ли теперь говорить о независимости судей Кыргызстана? Индия и Пакистан в ближайшее время могут стать полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества, наравне с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Вопрос о расширении ШОС может быть рассмотрен уже в начале июля на саммите организации в Уфе. Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь ШОС, вполне допустил, что уже через месяц к организации могут присоединиться Индия и Пакистан, а значит, ШОС станет самой большой с точки зрения народонаселения организацией в мире.
Эксперты отмечают, что расширение Шанхайской организации сотрудничества выгодно прежде всего Китаю, а не России. Строительство экономического пояса «Шелкового пути» китайцами идет семимильными шагами. Российские власти предпочитают не акцентировать внимание на том, что основные торговые пути проекта пролегают далеко от границ России, и этот проект и не так уж и выгоден, если даже не сказать хуже. Также стараются не упоминать и об усилении Поднебесной в Средней Азии, которая вкладывает десятки миллиардов долларов в страны этого региона. Так кому выгоднее расширение ШОС Индией и Пакистаном, и даст ли это хоть что-то Центральной Азии? Это очень большая польза. Дело в том, что Индия – это одна из стран мира, по численности вторая, миллиард с лишним населения, очень громадный потенциал экономический, людской, ресурсный, выход на Индийское море. И Пакистан тоже, он имеет хорошее население. И если эти две страны присоединятся, то практически Шанхайская организация сотрудничества по всем показателям, по экономическим, по людским, по материальным ресурсам выходит на первое место. Это выше любого интеграционного объединения, включая Евросоюз. А в рамках ШОС мы можем многие вещи свои, как говорится, свои интересы в рамках Шанхайской организации сотрудничества и в экономическом плане, и в культурно-образовательном плане, как говорится, иметь. То есть выход будет на Индийский океан, там пойдет железная дорога и так далее, и выгода очень большая. То есть мы сейчас находимся в замкнутом, в центре Центральной Азии, но выхода нет на море, на океан. А если через ШОС мы можем выйти и на Тихий океан, на Индийский океан, то есть по большому счету будем себя чувствовать очень комфортно именно в виде логистики. Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. Китай и Узбекистан подписали протокол о расширении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации инициативы строительства экономического пояса «Шелкового пути». Обе страны намерены углублять и расширять взаимовыгодное сотрудничество в торговой, инвестиционной, финансовой, транспортной и других сферах. К настоящему времени общий объем двусторонней торговли между Китаем и странами Центральной Азии достиг рекордных 45 миллиардов долларов. С 20 по 22 июня киргизско-китайская граница будет закрыта из-за проведения в КНР праздника риса. 4 россиянина погибли, еще 13 госпитализированы в результате ДТП в Акмолинской области Казахстана. ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Алматы. Водитель не справился с рулевым управлением, допустил опрокидывание, в результате чего один пассажир скончался на месте происшествия, 3 пассажиров скончались в Центральной районной больнице. Остальные были доставлены в больницу с различными травмами для оказания медицинской помощи. В США кыргызстанец Хайрулжон Матанов, знакомый Джохара Царнаева, получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие информации от следствия. По версии обвинения, Матанов встречался за ужином с братьями Царнаевыми в день совершения ими теракта. Однако он не сообщил об этом следователям, а также уничтожил на своем компьютере материалы, которые могли свидетельствовать о том, что он был знаком с братьями Царнаевыми. Продолжаем выпуск. В интернете появился новый ролик с участием беглого таджикского полковника Гулмурода Халимова. 3-минутное видео свидетельствует, что не все в исламском государстве приняли бывшего командира ОМОНа с распростертыми объятиями. В сюжете Халимов находится рядом с 2 боевиками ИГИЛ, один из которых говорит о появившихся слухах среди боевиков, что полковник является засланным к ним агентом, который должен выполнить порученную миссию – убить Нусрата Назарова, также известного как Абу Халид Кулаби или Фуркон Фаластин. Его называют таджикским лидером боевиков исламского государства. Этот же боевик в продолжении утверждает, что это провокация, на что полковник согласно кивает и говорит, что Назаров его брат. При этом Халимов также клянется именем Аллаха, что их оружие будет использовано только против неверных, и вспоминает своего брата, который не так давно высказал свою позицию по действиям дезертировавшего брата. Экс-командир ОМОН заявил, что если его брат пойдет против них и станет неверным, он лично отрежет ему голову. Помимо примечательности самого ролика, интересная реакция властей Таджикистана. Как и в прошлый раз, при появлении видео полковника, таджикские власти вновь заблокировали социальные сети Facebook, Одноклассники и портал YouTube. Однако, возвращаясь к самому ролику, зачем понадобился подобный спектакль с участием Халимова? Для демонстрации лояльности руководству ИГИЛ или зачем-то еще? Рассуждает таджикский журналист Марат Мамадшоев. Я думаю, что главная цель, конечно, в очередной раз громко заявить о себе. И как и Гулмуроду Халимову, как и Абу Халиду Кулаби, в очередной раз они напомнили, что они существуют, и для их своих единомышленников в Таджикистане, которых, как мы знаем, к сожалению,
все больше и больше становится. Ну и попутно, конечно, может быть, это уже побочная цель, это опровержение вот этих слухов о том, что Ульмурод Халимов выполняет какое-то задание, якобы по уничтожению Абу-Кулиба Кулубы. Конечно, это полный бред. Узбекские власти ввели жесткий запрет на проведение в кафе и ресторанах коллективных ифтаров, то есть вечерних разговений после дневного поста. По сути, власти мусульманской страны запретили своим гражданам то, что совершенно не запрещено, например, в России, где в центре Москвы установлен шатер Рамадана, и каждый желающий может приобщиться к коллективному ифтару. Несмотря на то, что официальных письменных запретов на проведение массовых ифтаров узбекские власти не издавали, Азадлику удалось узнать, что владельцев развлекательных заведений Ташкента собрали представители мэрии и неофициально запретили собирать по вечерам мусульман города. Между тем, некоторые местные участковые инспекторы, на которых возложили обязанность не допустить ифтары на веренных территориях, обошли владельцев кафе и собрали с них письменные обязательства не проводить коллективных разговений. Для Узбекистана подобная картина вполне традиционна. Уже не первый год власти неофициально налагают вето на массовые ифтары, пытаясь не допустить, по их мнению, радикализации населения. Вместе с тем, вчера в центре Москвы на Поклонной горе открылся шатер Рамадана. Уже в 10-й год подряд в Москве начинает работу шатер Рамадана. На этот раз каждый день шатра будет проходить под знаком определенной мусульманской добродетели. День милосердия, любви, скромности, смиренности, гостеприимства, надежности. Среди гостей шатра представители разных конфессий – Русской Православной Церкви, католиков, иудеев, протестантов, представители дипломатического корпуса. В течение всего поста посетители шатра, независимо от вероисповедания, смогут отведать блюда национальной кухни, приобщиться к культуре мусульманских народов России и зарубежья. Помимо угощения, люди увидят культурную программу, познакомиться с культурами многих народов. Каждый вечер будет подготовлен отдельной страной или народом – Кыргызстаном, Туркменией, Казахстаном, мусульманами Подмосковья, мусульманами-цыганами, индийцами, нагайцами, крымчанами. И сразу же после выпуска полный вариант эксклюзивного интервью главы партии Исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири. Политик рассказывает о своей жизни и деятельности вне Таджикистана, раскрывает подробности заведенного на него уголовного дела, объясняет умеренную реакцию партии на многочисленные нападки со стороны власти и раскрывает дальнейшие политические планы. Пока же это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие известия. До свидания.